Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, о ком и о чем он постоянно думает. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите: мой милый дорогой, о ком и о чем ты постоянно думаешь, а мне не говоришь? И давайте посмотрим. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, скроют то, что сейчас скрыто. Так, ох, неспокойный мужчина пришел. Либо сейчас такое состояние у него в жизни, очень много переживаний и страхов. О чем думает? О чем думает? О политике думает, о работе думает, о будущем думает. Вот как-то прям напрягся, девочки, что-то происходит. Либо он чего-то вам не договаривает, либо в принципе, знаете, как испугался, да, будущего испугался. А что будет? А как будет? А как что сложится, получится? Как-то, знаете, прям чего-то, может, насмотрелся, начитался, а теперь вот ходит, как на иголках дергается. Здесь вот прям левая часть, она вся болезненная идет. Ему хотелось бы, знаете, как мира и покоя, гармонии бы хотелось. Вот, знаете, честно жить, работать, любить, создавать семью, либо поддерживать уже свою созданную семью. Вот хочется идти по ровной дороге. А сейчас вот его путь, он выглядит как какая-то буря надвигается, да, там небо черное, ветер туда-сюда, там деревья летают, эти смерчи проходят, и он боится, он очень боится, он боится будущего, мои хорошие. Если вы с этим человеком встречаетесь, и вдруг человек вот стал, как подменили, 100% чего-то насмотрелся и прям очень сильно испугался, мои хорошие. Ай, если вы с этим человеком живете, то же самое, в принципе, но тут еще на работе могут быть неприятности. Может быть, с кем-то он там общается, кто-то его специально еще может накручивать. Вот, как-то у него неспокойно. Если мужчина женат, то там, мои хорошие, его крепко за бубенцы взяли, возможно, даже пригрозили ему. И вот он теперь беспокоится за свое будущее. Кстати, не только за свое, за ваше тоже. Видите, у него тут вообще одни топоры пошли. Ну вот, боится, что вот прям рубать его будут. Так, да, неспокойно ему. Что-то у него недавно сорвалось, какой-то план, может быть, какая-то поездка, что-то отменилось, как в последний момент. Он, бедненький, готовился, прям весь вот прям с иголочки оделся, может быть, собеседование какое-то, либо встречу, может, с заказчиками. Вот, а как в последний момент звонят ему, говорят: да нет, извините, но мы не придем, да, либо там: извините, вы нам не подходите. Вот, и это его прям действительно подкосило в какой-то момент. Так, по поводу здоровья, ну, я так скажу, его, в принципе, особо ничего не беспокоит, но он не из тех людей, которые за своим здоровьем следят. Вот. Может быть, он у вас чего-то боится, там уколов каких-то боится, там, дантистов боится, может быть. Но серьезного не вижу. Но у него на нервной почве могут даже какие-то неприятности по здоровью быть. Либо, как знаете, живот будет крутить, либо от недосыпа, беспокойный сон у него, да, головные боли могут быть.
Если он сейчас поменялся, да, ходит весь такой болезненного вида, девочки, ну тут надо его выводить из этого состояния. Я сейчас вам скажу рецепт, только вы не кидайте в меня гнилые помидоры, потому что это действительно вот прям так и показали единственное средство его вернуть к жизни. Это бурная ночь любви, девочки. Вот если вы ему эту ночь устроите, поверьте, он поменяется, он станет другим, он повеселеет, жизнь к нему вернется. Другой момент, что ему не очень хочется этой бурной интимной ночи, но это все стресс, это все стресс. Я думаю, что вы сумеете его уговорить, ну, утрированно говорю, уговорить, да, соблазнить скорее, вот, и все у вас получится. По поводу того, о ком он думает, но он думает о вас и о себе, да. Вот не думает конкретно о вас, да, вот она моя женщина, я там в нее уперся, да, никого не вижу, ничего не вижу. Нет, он думает и о вас, и о себе. Он думает о вас как об одном человеке, либо как о паре родных людей. Вот о чем он думает. Если у него есть какие-то бывшие, там, дети от бывших, он не настолько о них думает, сколько думает о вас. Там, знаете, как мысль пришла, мысль ушла. А вот ваша пара, вот ваши отношения, они у него на постоянной основе в голове присутствуют. Ему, знаете, хочется безопасности, но безопасности вместе с вами. Он хотел бы вас защитить вот от всего мира, от всех неприятностей, там, от злых людей, там, от всяких там несчастных случаев. Вот он об этом думает. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина хотел бы куда-то уехать вот далеко, в безопасное место. Может быть, куда-нибудь в деревню глухую, подальше от цивилизации. У кого-то, может быть, более развитую страну хотел бы переехать, да, где, ну, высокий там уровень социальной обеспеченности идет, да, либо там низкий уровень криминала. Вот об этом он думает. Но только с вами, девочки, только с вами. Ну вот, видите, ваш образ, вы такая вот красивая, большая у меня здесь выходите. Ну о ком он думает? Конечно же, о вас он думает, да еще и с правой стороны. Вот. И я сейчас такую вещь скажу, но только, пожалуйста, не обижайтесь. И на мужчину своего не обижайтесь. Он вас считает немножко легкомысленной. Ну, смотрите, он весь такой сидит, как обиженный ежик, а вы живете и активная, веселая, строите какие-то планы. Он смотрит на вас и думает, боже, ну как она не понимает, все так страшно, мир меняется, кризис экономический, такой, сякой. Боже, как она так может? Почему не думает о будущем? А все ведь наоборот. Вы действительно живете полноценно. И вы понимаете, что если вы сейчас вот эту печальку войдете, ну ничего хорошего не будет. А он этого не улавливает, девочки. Вот. Кстати, может быть, из-за этого сейчас у вас в отношениях какое-то либо охлаждение, либо какая-то тягучая пауза, когда вы ни назад, ни вперед, а у кого-то прям даже конфликты могут проходить. Ну, потому что вы его не понимаете, он не понимает вас. У вас разная реакция на то, что происходит вокруг вас. На события, да, там, местного и мирового масштаба. Но тем не менее, вот смотрите, желание вас защитить. Он говорит, она такая глупенькая, но я должен ее защищать. Я ее мужчина. И я ее рыцарь. Да? Я должен ее защищать. Кстати, ему кто-то не нравится очень сильно в вашем окружении. Он считает, что эти люди, ну тут несколько человек, не могу вот сказать один, тут несколько. Может быть, подруги, коллеги, даже, может быть, ваши родственники. Да? Считают, что они как-то на вас влияют неправильно. Да? Что они вас там либо отвлекают, либо слишком привлекают к какой-то работе, каким-то делам, да, ответственность там на вас возлагают. Вот. Ему это не нравится. Он считает, что так не должно быть, это несправедливо. И если бы была возможность, а может быть уже даже такое случилось, да, что мужчина вот прям мог либо намекнуть, либо в лицо сказать: оставьте мою женщину в покое, оставьте нашу семью, наши отношения, да, не лезьте, не вмешивайтесь, а то будет плохо. Да? Такое могло быть. Так, девчонки, но это все от заботы, это все от любви. Да, от любви.
Вот у меня такое впечатление, что у него сейчас какой-то переломный момент жизни. Может быть, какой-то один этап заканчивается и начинается новый этап. Либо действительно вот кризис средних лет. Да, мужчины часто себя капризно ведут, да, это у них как у женщин климакс, да, а у них вот кризис средних лет. Когда он подводит результаты, хотя бы промежуточные, и этим результатам совершенно не рад. Вот. Кажется, что время уходит, а я ничего не смог, не добился. Переживаний очень много, очень много. У него какое-то дело еще в голове есть. Он его прям холит и лелеет. Кстати, очень боится, что кто-то перебьет его дело, либо поглазит. Не знаю, говорил он вам или нет. Но если даже не говорил, девочки, но ничего страшного в этом нет, это нормально. Ему нужно сосредоточиться, значит, он еще не додумал. Как только у него сформируется полноценная идея, первый человек, с кем он будет советоваться, это будете вы. Он, девочки, очень высоко ценит ваше мнение. Знаете, вы для него вот как действительно ребенок, да? Как говорят, устами младенца глаголит истина. Вот. И, кстати, да, были моменты, когда вы его поражали точностью предсказаний. То есть вы могли сказать, да, ничего страшного, и ничего не происходило. Либо вы могли сказать, нет, туда не ходи, тот человек не очень хороший. И да, он шел, неприятности были, либо от кого-то прилетало. Вот. Он верит, кстати, в вашу интуицию. Он считает, что вы немножечко волшебница. Да. Знаете, мои хорошие, вот еще раз говорю, сама по себе отсыпка вышла тяжелая, вот настроение тяжелое. Прямо аж у меня начала голова болеть. У него, наверное, сейчас болит голова, даже мне вот передалось. Девчонки, напоите его, да, либо там, не знаю, какие-нибудь специальные средства в виде красивого белья или каких-нибудь там продуктов, которые вызывают желание. Сделайте что-нибудь. Он у вас так загонится, простите за выражение, да, вот так нельзя. Он себя прям, смотрите, до больнички может довести таким состоянием. Здесь надо встряхнуть его. А хороший интим вот как раз-таки дает эту встряску. Вот прям такая рекомендация вышла. Надо, девочки, надо. Надо. И он у вас начнет меняться, он начнет оживать, да, спящая принцесска проснется, вот, и захочется жить нормально. Не вот так вот шарахаться от каждого шороха, а именно жить полноценной жизнью. Ну что, девчонки, я вам сказала, что делать. Решайте, конечно, сами. Вот. Других женщин в голове у него нет. Вы у него одна единственная. Желание вас защищать, желание быть с вами вместе, оградить вас от всяких бед, неприятностей, ну и, конечно же, самому не пропасть. Да, заморочился ваш мужчина, ничего не скажешь. Но все в ваших руках. Вы понимаете, вы главная персона в его жизни. Если сейчас мимо пройдете, скажете, да ты странный какой-то, да, не буду я тебя трогать, придешь в себя, приходи. Вот, он не придет в себя, нет. А если вы сейчас скажете, а ну-ка давай пойдем погуляем в ресторанчик, там шампанского выпьем, там креветок каких-нибудь, устриц, да, не креветки, устрицы, да, по-моему, поднимают потенцию, вызывают это влечение, покушаем, а потом повеселимся, тут дадим жару. Девчонки, все пройдет, как рукой снимет. Вот этот его настрой, вот этот его пессимизм и страх будущего, все это пройдет. Так что, девочки, все в ваших руках. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.